Здравствуйте, и мы приехали в новое путешествие. Сегодня мы будем изучать музей-заповедник Ударвай. Класс. Друзья, всем привет. С нами сегодня наш партнер Лада Русская ладья. Вот Павел у нас сегодня за рулем. Паш, твои ощущения? Большой автомобиль для больших людей, очень вместительный, быстрый, управляемый и универсальный. Для любых целей подойдет, как для семьи, так и для работы. Это классно. Я вот как не автолюбитель, я хочу отметить, что он очень такой универсальный для путешествий. Пойдем путешествовать теперь по музею. Полетели? Полетели. Архитектурно-этнографический музей-заповедник Ударвай расположен всего в 17 километрах от столицы Удмуртии, Ижевска. Это один из самых популярных объектов туризма в республике. И сюда, в первую очередь, едут знакомиться с удмуртской культурой. Вот, Саш, тебе эта палочка, но она тебе не просто так. Она предназначена для этого инструмента, который называется кангра. Покажи. Это удмуртский сигнально-традиционный инструмент. По нему били, чтобы соседние деревни слышали о каких-то важных моментах. Например, как пользоваться. Надо сильно-сильно стучать. Да. Давай, помогай. На 60 гектарах здесь расположились 23 постройки, из которых 3 – это памятники. А для самых маленьких гостей музея здесь есть специальная площадка. Но мы тоже не смогли пройти мимо нее. Идем смотреть самый главный объект музея. Саш, какой? Мельницу. Ветряная мельница стала одной из первых достопримечательностей музея. Сюда ее перевезли из южной части Удмуртии, деревни Чемкуюк, еще в 1994 году. Высота мельницы 12 метров, в ней 3 этажа. Но что самое интересное, несмотря на то, что ей больше 100 лет, она действующая. На поляне перед прудом пантеон древних удмуртских богов. Художники представили в виде деревянных скульптур земного бога Калдыщина, хозяина лесов Нюласмурта и мать неба, богиню плодородия Инмумы. Расскажи, что сзади нас? Что это за Мы дом? дошли до места очень такого сакрального. Это называется Куала. Интересно. Давай посмотрим, что внутри там. Здесь молились богам и приносили в жертву животных. Такое культовое сооружение было во дворе каждой семьи. В нем, по преданиям, обитал Варшут, дух-покровитель рода. В семейной Куале проходило до 70 молений в год. На территории музея вы найдете 2 родника. По легенде, в одном роднике течет живая вода, а во втором – мертвая. Территория Ударвая и правда огромная. Сюда стоит приехать однажды, чтобы навсегда влюбиться в удмуртскую культуру. Ну, или хотя бы попытаться понять, почему у удмуртов текут слюнки только при одном упоминании о перепечах или пельняне. Заходите в гости. Мы прошлись по музею, по заповеднику, прогулялись по парку. Посмотрели мельницу.
Да, самое главное. И сейчас пойдем в тепло, в избу, учиться лепить пельмени. Пойдемте, заодно погреемся. Пошли с нами. Saikai, cât dom în valai Глазами жишкот, колен меня шкот, cât налил и в это чишкот Dom, сыче мусом, и чикочешь питусом Как нет? Ты же любишь чистить лес. Начнешь один? Пшеничный высший сорт. Вообще как в старые добрые времена. Сейчас чистим картошку, чистим лук. Берем в руки казбугор. Казбугор это скалка. А так вообще-то в старину именно вот таким способом вначале отщипывали тесто чуть-чуть. И опять-таки толщина лепешек может быть разная. Да, раскатываем большой лист. Мне кажется, что вот так, мне почему-то кажется, что вот так вот дольше. Где-то вот 50 на 50, иногда прям вот скалками отдельно. Сейчас моем картошку, моем лук и продолжаем готовить. Это все туда вываливаем. Вместе с мясом? Вместе нет. Только пока овощи. Мы бы сделали это все рублено, даже мясо рублено. Так как у нас уже фарш уже готовый, мясо уже пропущено через мясорубку. Поэтому мы сейчас с вами овощи. Соль мы добавляем. Соль потом. Вначале мы только рубим овощи отдельно. Саша здесь орудует сечкой, готовит для нас начинку. Ты первый раз так готовишь? Да. Я только слышал, читал, видел, но сам так не делал. Получается? Вполне. И даже если начинка будет недосоленая, это ничего страшного, потому что мы соль добавляем еще в воду. И все, что есть какая-то нехватка в соли, пельмени берут из воды. Главное не пересолить. Главное не пересолить. Да, начинку главное не пересолить. Все, хватит. Так, тоже на глаз добавляем перец. Хотя, конечно, в старину перца не добавляли, но сейчас мы ведь уже современные люди, поэтому все это добавляем. Вообще тут начинка, я бы сказала, больше картошка это не для всех регионов Удмуртии характерная. Это больше вот Игиринский район едят, да, такое? Расскажите подробнее, почему так? Кто к чему привыкает, видимо, не знаю, почему так. Вот если взять... Каждый ведь район свои особенности. Не только у района, вообще у каждой деревни свои особенности. И это на усмотрение хозяйки, кто что, видимо, любит. Кто-то вот сейчас, вот на сегодняшний день, кто-то картошку рубит, кто-то пропускает через мясорубку. Но я из своего опыта хочу сказать, что с рубленой картошкой пельмени намного вкуснее получаются, сочнее, там прямо под зуб что-то попадает, очень бывает вкусно по сравнению именно уже с пропущенным мясом. Можно также, наверное, с капустой делать. Можно с капустой, но капуста должна быть квашеная соленая, потому что свежая капуста, она сластит. Начинка готова. Оставляем так. То есть не делаем ушком. А почему? В чем разница? Не соединяйте концы. Еще у нас местные пельмени. А вот это ведь кто как Вот смотри, делает? как Кто будет. ушком. Вот это, на это уходит время. Вот на Для соединение. экономии времени. Для экономии времени, во-первых. Во-вторых, когда лепишь пельмени мясные, туда в саму пельмешку должен затечь бульон.
водичка. Поэтому дырочку здесь. Поэтому обязательно с дырочкой должна быть пельмешка. Дневно. Икра красная вроде как не местная, кто-то любит, кто-то не любит. А пельмени-то любят все. Найдите теперь счастливую пельмешку. Она уже там. А вы уже сделали? Да, Вагина нам сделала счастливую пельмешку. Она где-то вот в этой толпе. Вместе. Держишь? Еще молодец. Там у нас вода кипит. Пошли теперь. Вода вовсю кипит. Пойдем пока сюда. Сейчас будут закидывать, конечно. Или пока с тобой подождем. Я полностью доверяю вам. Этот вот ряд, наверное, еще можно положить. Я сейчас ложку возьму. Проверю, сколько там уже пельмешков. Там хватает. Ну, давайте вот этот ряд еще. Все, ждем, сейчас закипит. Когда вот так вот не сидела и не ждала, чтобы они проварились, доварились там, потому что было свое натуральное настоящее мясо. Там была капуста, а для капусты она уже квашена, она и так уже мягкая, нечего ждать, когда она сварится. И поэтому это все дело очень быстро. 3 раза побултыхались в кипящей воде, и все, уже она собирала. Самое сложное в лепке пельменей – это дождаться, когда они сварятся. Вот клюв. Попробуем? Пробуем. Какая начинка вкусная. Знаете почему? Потому что у меня здесь тесто. Это же счастливый пельмень. Первый же пельмешек попался мне с тестом. Ощущается в пельмешке и мясо, и картошка. Если бы она была вот, перемолота или пропущена через мясорубку, казалось бы, совсем другой вкус. А тут Саша у нас старался, рубил картошку, и теперь чувствуется и картошка, и мясо. Мы сегодня готовили пельмени. Я первый раз делала из ржаной муки и из рубленного. Начинка была из рубленного картофеля. Был очень какой-то необычный вкус. Спасибо большое за мастер-класс, за гостеприимство традиционно удмуртское. Аштел Турбаджиндал, вам большое спасибо, что заглянули к нам, несмотря на такую погоду суровую. У нас как-то много что еще можно поучиться, поэтому приходите к нам еще. Вернемся за табанями или за перепечами. За Мы будем табанями ждать. обязательно вернемся. Мы будем ждать. Спасибо. Друзья, мы завершили сегодняшнее наше путешествие. Какие ваши эмоции, Анжела, расскажи. Я в восторге, во-первых, от кухни, от пельменей, которые мы постряпали, поели, от табаней. И в восторге вообще от природы, которую можно созерцать здесь целый день, гулять и не нагуляться. Паш, ты как сегодня? Да мне все понравилось на самом деле. Хороший мастер-класс по пельменям, вкусная кухня, суп шикарный с гусем. Ну и сама природа, да, я соглашусь. Музей Ударвай посещает 35 тысяч гостей в год, и вы можете стать одним из них. Обязательно сюда приезжайте, здесь очень классно. Первый раз я здесь был,
Мне даже за это стыдно, на самом деле. Мне очень понравилось. Фантастический мастер-класс, фантастические блюда. Просто приехать погулять с семьей, с друзьями. Просто класс. Всем пока. 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 Tot mă tem de ea mă înveși